Затем, как догорают их родные стены, преподаватели и ученики наблюдали молча. Это тот случай, когда такой причины прогуливать уроки лучше бы вообще не было. Третий этаж частной гимназии номер 55 «Золотое сечение» начал гореть в 8:40. Буквально через несколько минут прибыли пожарные расчеты. Жертв удалось избежать, и это не случайное совпадение. Занятия для 150 детей, 18 педагогов просто не успели начать. Но то ли шок от произошедшего был очень сильный, то ли было о чем молчать. Однако от комментариев и педагоги, и ученики отказались. Сайт школы оказался временно заблокирован, как и телефоны, по которым ранее объявлялся набор. Набранный вами номер не обслуживается. Лицензию на осуществление деятельности частному учебному заведению Министерства образования и науки Республики дали в феврале 2014-го. Тогда же руководство 55-й гимназии представило утвержденный законом пакет необходимых документов. Нареканий со стороны профильных ведомств, таких как санэпидемстанция, Ростехнадзор и МЧС, не было. Минобр тогда принял положительное решение и разрешил начать учебный процесс. «Золотое сечение» — это 10 учебных кабинетов площадью 440 квадратных метров и подсобное помещение площадью 256 квадратов. Этим соискателям было представлено, как того и требуется, заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности. Без такого заключения, естественно, ни это, ни другие учреждения, как частные, так и муниципальные и государственные, они не могут получить лицензию на образовательную деятельность. О причинах возгорания трехэтажного офисного здания, где и находились помещения гимназии, пока говорить рано. Отделом надзорной деятельности МЧС организована доследственная проверка и назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительно я вам могу сказать о том, что причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Быстро прибывшими сотрудниками, в кратчайший срок это все было локализовано. Значит, опять-таки, повторюсь, говоря о причинах возгорания, здесь без проведения определенных проверочных мероприятий, сопряженных, значит, с назначением пожаротехнической экспертизы и проведения специальных исследований, говорить о причинах возгорания пока не представляется возможным. Сегодня открытым остается вопрос, где и как будут учиться 150 детей. Ведь пока не закончатся следственные мероприятия, ученики в школу не вернутся. На извечный вопрос, кто виноват, ответит экспертиза. Халатность руководства учебного заведения или просто-напросто чья-то невнимательность сегодня чуть ли не привели к жертвам. Чистая случайность позволила предотвратить настоящую трагедию. Алевтина Бенадыкова, Муслим Типаев, Халид Навсаев, Руслан Яхьяев и Зелим Закаев. Новости.